На протяжении 15 лет в Камрате действует спортивный клуб по бодибилдингу «Элита». Его возглавлял известный в Гагаузии спортсмен, обладатель серебряных и золотых медалей Вячеслав Секриеру. Его воспитанники не раз становились победителями различных состязаний. Вячеслав Секриеру был активным сторонником развития силовых видов спорта. В стенах клуба «Элита» он подготовил многих именитых спортсменов. Во многом благодаря ему этот вид спорта сумел выбраться из плена различных мифов. В 2011 году спортсмен завоевал серебро чемпионата Молдовы по бодибилдингу, а год ранее и золото чемпионата. В июле нынешнего года Вячеслав трагически погиб. Дело отца продолжил сын. Это довольно сложно, потому что спортзал находится на самообеспечении, то есть от взносов ребят зависит все. И не оказывается никакая поддержка от примарии, либо от башканата. То есть спортзал функционирует абсолютно автономно. Георгий Михайлов занимается в клубе чуть менее года, но за этот небольшой период времени успел достичь хороших результатов, став чемпионатом Молдовы по пауэрлифтингу. Этот молодой вид спорта год от года набирает все большую популярность. Я давно стремился к этой цели. Я стремился с детства, и мне очень понравилось. Я когда взял первое место, мне очень понравилось. Новые знакомства у меня были. Я познакомился с ребятами, они тоже занимаются уже не первый год. Сегодня спортивный клуб посещают и стар, и млад. Возрастных ограничений здесь нет. Я занимаюсь уже этим спортом 1,5 года. Конкретнее я занимаюсь пауэрлифтингом. Я занимаюсь большей частью для себя, но в последнее время меня стали увлекать чемпионаты Молдовы, Гагаузии. Я бы хотел занять какое-нибудь место, например, на следующем чемпионате Молдовы. Несмотря на то, что тренировки проводятся сегодня в небольшом подвальном помещении, многие ребята возвращаются с медалями и грамотами с чемпионатов Молдовы. Региональные власти с удовольствием говорят об этих победах, отчитываясь перед избирателем в преддверии выборов, и обещают всячески поддерживать развитие молодежного спорта. Однако, судя по всему, обещанного и за 3 года не дождаться.